Сегодня прекрасный день. Погода хорошая на улице. Снежок, тепло. В гостях у Олега Самана. Подняли рюмки. За здоровье, за благополучие, за хорошее настроение, за творческие успехи нашего дорогого друга Олега Самана. И По той причине, что у меня день рождения. у Олега Самана день рождения. Мы здесь присутствуем и чествуем его именинника за его здоровье. И, друзья мои, признаюсь, я первый раз свое 64-летие отмечаю. Я никогда не думал, не мечтал, не задумывался о том, что у меня будет 64 года. Да. Я не хотел столько долго жить. Я даже не думал, не мечтал. А всегда шел впереди как бы. И вот достиг этого возраста. Ну, надо радоваться этому и продолжать дальше так жить, радоваться жизни и встречаться, общаться. Олег Самана, ты нужен и творить. Не только друзьям, ты нужен всему чувашскому народу, болгаро-чувашскому народу, тюркскому народу и российскому народу. За тебя, Олег. За тебя, Олег Владимирович Самана Антонов. До дна. Всем привет. Я Олег Самана. У нашего одноклассника сегодня день рождения. Интернет-вещание Самана ТВ. От имени всех одноклассников мы поздравляем нашего товарища Анатолия Вениаминовича Павлова. Друг и товарищ. Что я хочу сказать? Он отличный парень, отличный человек. Когда однажды у меня приключилась беда, а беда такого рода, что козы сожрали капусту. Это было в мае месяце, через изгородь каким-то образом, и сожрали капусту. Ну, коза она есть коза. Что с него взять? Расстроился. И вот а вскоре узнаю через Юрия Витальевича Дадюкова, что, оказывается, у нашего товарища Анатолия Вениаминовича, а к тому времени мы как раз собирались видео писать по поводу истории Турханата, болгаро-чувашского Турханата, что у нас в Чувашии. И мне пришлось поехать к нему. Дадюков сообщил, что он, говорит, у него рассада должна быть. И вот приехал к нему и ахнул. Полный дворец рассады. И он со мной вот поделился. И капусту тут, и помидорчики, и цветочки. Потом еще какие-то там саженцы. И вот так он мне тогда выручил. Ну вот сегодня у него день рождения. Он один из участников начала вот этого создания болгаро-чувашского Турханата. Он как бы стоял. Вы интервью, наверное, видели. У меня уже по поводу этой истории выходило интервью Анатолия. Сразу замечу, он в прошлом был спортсменом, старший лейтенант по званию. К тому же еще, ну это я все говорю по памяти, является членом Союза советских офицеров, принимал участие в вот это создание болгаро-чувашского Турханата. Сегодня вот от имени всего сообщества Турханата и одноклассников мы его поздравляем.